Я узнала об этой ситуации только лишь тогда, когда мне позвонили с больницы. Он Мгм. попросил мне позвонить врача, который его оперировал, и врач вот мне позвонил и сообщил, что вот такая вот ситуация произошла. Мгм. О том, что он был прооперирован. Меня избили на рабочем месте, потом я подал с адвокатом в прокуратуру, Следственный комитет, что возбудили уголовное дело, но мне отказали. Бурнадзе Татьяна Петровна, которая занимала высший пост в службе, работала руководителем, и она мне обещала заплатить, но она меня обманула и не заплатила. И сказала, если я буду везде писать, она меня сократит и уволит. Так и получилось. Мгм. Он красил, штукатурил, коридоры, по-моему, там первого этажа, лестницу делал он, по-моему, даже с двух мест, лестницу с двух сторон Мгм. учреждения, и что-то там в кабинетах он делал тоже первого этажа. То есть вот это я знаю, что она в его отпуск, она его приглашала, как бы, чтобы он вот это вот сделал. Как там у них происходила оплата, я сказать не могу, но раз человек остался недоволен, значит оплаты не было. Ну, я так понимаю. Стала мне говорить насчет моей квартиры, что надо на кого-то квартиру переписать. Постоянно, целый год не давала покоя с этой церкви, с сектой и с этой квартирой. И она каждый день приходила на работу, и она постоянно на меня кричала, что почему я не прихожу в эту церковь. Я посоветовался с людьми, мне сказали на нее никого квартиру не переписывать. И она стала мне постоянно угрожать, что она меня уволит, сократит, если я не пойду на ее условия. Я отказался. Как раз с судом связано что-то, вот она Мгм. ему как раз не доплатила, по-моему, да, Мгм. и он пошел в суд, и я так понимаю, что как раз и этим и было вызвано его вот такое вот поведение, на что она отреагировала. Ну, она его унижала, ведь оскорбляла перед тем, как он начал там забор пинать и все, что Мгм. ты там с кем связался, да никогда тебе меня не выиграть, да что ты тут себе возомнил. Ну, что-то такие какие-то слова обидные. Мгм. Я так считаю, что да, наверное, вызывало на эмоции человека. То есть мы все люди, мы все способны эмоционировать в той или иной ситуации, а уж, ну, человек, так скажем, больной психически, естественно, больше на это способен. Поэтому, зная о его заболевании, она его просто провоцировала, я так считаю. Мгм. Я обратился в прокуратуру, Следственный комитет, УБЭП, в МВД и в суд потом. И на Бурнадзе я написал заявление. И я трудовую инспекцию тоже писал. Мне тоже отказали. Трудовая инспекция, что пусть проводят проверку, и все меня отказывали, потому что я инвалид второй группы, с детства, сирота, и поэтому мне помочь некому. Я подал на Бурнадзе в суд, и 29-го суд, и я суд проиграл. И потом пришел 30 апреля на работу, нечаянно уронил этот забор, и она вызвала полицейских и врачей скорой помощи. И они пришли ко мне и завязали мне руки и начали меня избивать. Они меня избивали, били меня по голове, по туловищу, и навалились на меня 5 человек. Они меня так сильно избивали на полу, что я чуть сознание не потерял. Потом они меня насильно начали выводить с помещения. Я ударился ногой об железную дверь. У меня лицо было все в крови, одежда была вся в крови. Потом следующее. Меня привезли в психушку, 9-е отделение. Там есть видеокамеры. Меня принимала Игнатова Оксана Алексеевна. Я ей сказал, что у меня все болит, голова, шея, туловище, что я, как его. Она сказала, ты ничем не докажешь, потому что у тебя вторая группа инвалидности с детства. Потом меня скорая помощь, врачи подняли в 9-е отделение, там тоже видеокамера есть. Меня привязали, сделали укол, я уснул, я больше не просыпался. Я уже проснулся в другой больнице, в хирургии. Потом, значит, 13 мая мне сделали операцию, и 14 мая ко мне пришли журналисты про город и «Комсомольская правда». Я им все рассказал, как это все было, они все записали, и все, и ушли. Он находился в бессознательном Мгм. состоянии, и что когда врачи в психиатрической больнице увидели, что он в тяжелом состоянии, испугавшись, уже увезли его в Эжву, в урологию. Вот Мгм. я и разговаривала с врачом, когда он мне позвонил. Говорю, вы понимаете, что это было избиение? Он говорит, я не хочу это комментировать. Я убирал острую задержку мочи. Я говорю, хорошо, она же образовалась в результате чего-то. Вы неужели не видели, что он синий? Почему вы полицию не вызвали? Мгм. Ну, он так это очень
я просто позвонила вам сказать, меня просто попросили. Все. То есть, ну, я считаю, что в их действиях тоже есть Нарушение, грубые да. нарушения, да. Потому что если человек поступает, да, в ту же самую психиатрическую больницу, и он приезжает в таком состоянии, весь в крови избитый, ну, наверное, надо было где-то это отражать. Они пытались, я так думаю, что тоже, ну, как-то, ну, лишний раз не выносить эту Скрыть ситуацию. следы вот этих Просто, да, преступлений. не выносить эту ситуацию. Вот. Ну и, соответственно, в больницу Вяземскую, когда он поступил, ну, может быть, конечно, там, я не знаю, не было уже синяков, хотя я сомневаюсь. Мгм. И я так понимаю, что в экспертизе тоже вот какую-то экспертизу проводили, не отражено ни перелом ребер его, ни то, что там разрыв мочевого пузыря был, он же очень долго потом восстанавливался. Мгм. Вот у него и нагноение было, и, ну, очень долго он восстанавливался. Обратился снова в «Комсомольскую правду» и про город 19 ноября 2019 года. Про город про меня опять написали. Я им все снимки отдал оригинальные, все постановления и все экспертизу отдал. И что есть состава преступления. Все полностью отдал. Ну, я позвонил в «Комсомольскую правду». «Комсомольская правда» сказала, что мы не будем писать, потому что нам сказали сверху, что не надо ничего писать, потому что если вы напишете, значит, вы потеряете работу. И они про меня не написали, только написал про город. Вот большое им спасибо, что они меня поддерживают. Мгм. Правильно? Информацию они не искажали? Ну, они написали, что я укусил, ну, там уже это... еще хотят сказать, как его... Нет, сейчас они пишут, что я укусил этих полицейских, а у них показаний нету, что я укусил. 15 июля постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, и на экспертизу отдал все дело только 1 августа. Но экспертизу полностью подделали, постановление полностью подделали. И написала экспертиза Зельверт, эксперт, что я сам себе нанес травмы. Ну как я мог себе сломать 5 ребер, шейный отдел позвоночника с отеком костного мозга и повредить мочевой пузырь? Они это не пишут. То есть вы пишете всем депутатам Да, Госсовета, да, городского да. совета, Вот, я все и пишу вот это. и пока на данный момент вас игнорируют, Да, как да, вижу? да, да. Так, вот так у нас депутаты Госсовета Республики Коми Да, игнорируют да. проблемы простых граждан. Да. Человек пишет ему сообщение, отправляет им все эти Мгм. материалы, а ответа не поступает. Ответа не так и нету, да. Я всем отправляю, всем депутатам, все. Вот. Мгм. Сейчас покажу вот это. Вот глава республики. Заблокировал меня, вот у него глава. Его на странице, да? То просто нужно этих людей уволить и по закону их наказать. Вот, я думаю, что так и будет. Я уже уволилась с этой организации, когда вот эта ситуация произошла, к сожалению. Но у меня нет повода ему не доверять.